Продолжаем рассказывать о самых заметных событиях. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Без временных потерь власти страны готовы поддержать якутскую Арктику в ускоренном тестировании на COVID-19. Россияне получат дополнительные налоговые льготы. Озвучим основные изменения в налоговый кодекс, принятые Госдумой. Призрак розы ушел с молотка. Розовый бриллиант, найденный в Якутии, продали на аукционе за внушительную сумму. Два человека погибли в результате пожара в Якутске. Информация о возгорании частного деревянного двухквартирного дома по улице Билибина поступила в Главное управление МЧС по Якутии. На момент прибытия первого расчета через 8 минут горела одна квартира. Огнеборцы с места пожара эвакуировали 2 человек. На месте обнаружены тела 2 погибших и 1 пострадавший. В результате огнем повреждена квартира и кровля дома на площади 30 квадратных метров. Тушили огонь более 20 человек и 5 единиц техники. Сейчас выясняют причины пожара. Следственным отделом по городу Якутску Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения вечером 11 ноября текущего года тел мужчины и женщины при тушении сотрудниками МЧС пожара в жилом доме в городе Якутске. На место происшествия выезжали следователь Следственного отдела по городу Якутску, следователь-криминалист Республиканского следственного комитета, а также дознаватель МЧС России. Проведен осмотр, в ходе которого изъяты вещества и предметы, которые помогут установить причину возгорания. Уже установлено, что при пожаре пострадал еще 1 человек, который доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. В рамках процессуальной проверки следователи осуществляют комплекс первоначальных проверочных мероприятий. Для установления причины смерти погибших назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 214 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Как сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина, из них 121 заболевший приходится на Якутск. Что касается районов, то в Анабарском Улусе зафиксировали 9 случаев, в Нюрбинском и Усть-Алданском по 7, Алданском и Мегено-Кангаласском по 6, в Вилюйском, Нерюнгринском и Чурапчинском по 5. В остальных районах от 1 до 4 заболевших. 3 человека скончались от COVID-19 за сутки. Лаборатории провели более 6,5 тысяч исследований на инфекцию. По словам Ольги Балабкиной, федеральный центр готов оказать поддержку в ускоренном тестировании на коронавирус жителей арктической зоны Якутии. Необходимо обратить внимание, что в прошлую пятницу на заседании у заместителя председателя правительства, руководителя оперативного штаба по Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, глава Республики Саха-Якутия озвучил позицию, связанную с тем, чтобы нам ускорить проведение анализов и улучшить доступность качества медицинской помощи в арктической зоне, непосредственно разрешить использование систем ИФА и ЭХ-тестирования, для того, чтобы нам избежать транспортную составляющую при перевозке анализов тогда, когда речь идет о заболеваниях в северных районах республики. Данное предложение было поддержано, и вот как раз на заседании Государственной Думы при отчете Татьяна Алексеевна Голикова обратила внимание депутатов Государственной Думы вчера, а также, как и все, кто слышал ее выступление, что сегодня это выход для арктической зоны Якутии. Я думаю, что если будет положительное решение Роспотребнадзора, такая практика будет применена и по всей Российской Федерации. Может ли коронавирус отразиться на ходе беременности и самочувствии малыша? До сих пор нет ни одного факта в Якутии, когда ребенок появился на свет с коронавирусной инфекцией. Но есть случаи, когда дети заражались в родильном зале или роддоме. Поэтому в перинатальном центре Якутской городской больницы приняты все возможные меры, чтобы снизить риск заражения. Во всех 3 отделениях, чистой и красной зонах, а также в карантинном отделении, разработана маршрутизация, где контакты с вирусом для новорожденных максимально исключаются. Роженицы с положительным анализом на COVID-19 находятся на особом контроле. Напомним, что перинатальный центр Якутской городской больницы вошел в 10 лучших в России. Наш перинатальный центр начал работать в таком усиленном санэпид-режиме с марта месяца. Да. В нашем перинатальном центре
идет распределение таких вот беременных рожениц, да, организовано 3 зоны. Это чистая зона, соответственно, карантинная зона и отделение, инфекционное отделение для беременных и рожениц. В Нерюнгри проблемы здравоохранения стоят сейчас как никогда остро. С ростом заболеваемости возросло и количество обращений за медпомощью. В какой-то момент телефонная линия оказалась перегружена, что вызвало недовольство среди населения. Как удается решать трудности, выясняла Ирина Кичигина. Сами медики признают, что действительно проблема с записью на прием существует. Для ее решения колл-центр усилили дополнительными телефонами. На сегодняшний день работает 4 стационарных телефона и 2 сотовых. Их номера можно найти на официальном сайте поликлиники. Попасть на прием могут и те, у кого есть признаки вирусной инфекции, и те, кому необходима неотложная помощь. Для этого организовано дополнительно 2 кабинета. Отдельно для людей с признаками ОРВИ и отдельно для других категорий обращений. Чтобы не было пересечения потоков этих граждан, чтобы они шли в отдельный кабинет, отдельно по записи, чтобы не было такого, чтобы они там проводили длительное время, да, находились 10, 15, 20 минут, и они уходили домой. Непосредственно работники колл-центра сразу определяют, что отправить врача, да, если это пожилой человек, если высокая температура, или предложить посетить поликлинику, вот этот кабинет. Это происходит именно день в день без предварительной записи. Да. Другая проблема – это нехватка специалистов. Доктора болеют так же, как и обычные люди. Вот и получается. Растет количество заболевших, врачи контактируют с больными и сами попадают под удар. Соответственно, ситуация усугубляется. Но медработники по мере сил стараются решить и эту проблему. Дополнительно в целях оказания медицинской помощи людям, которые не смогли записаться на прием, либо лица, которые уже находятся на больничном листе, но в силу каких-то обстоятельств не могут попасть к своему врачу, дополнительный прием ведут все заведующие поликлиники для взрослых. Сотрудники Нерюнгринской больницы также призвали население не паниковать по поводу сложившейся эпидобстановки и напомнили, что обязательные тесты на новую коронавирусную инфекцию берут в соответствии с инструкциями у пациентов со всеми формами пневмонии, у людей старше 65 лет, а также у контактных лиц с признаками ОРВИ. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Россияне получат дополнительные налоговые льготы. Так, врачи, получившие временное жилье для соблюдения изоляции в условиях эпидемии, будут освобождены от подоходного налога. Такие же льготы получат военнослужащие с инвалидностью и работающие граждане, взявшие ребенка под опеку. Эти и другие поправки содержит закон с изменениями в налоговый кодекс, который Госдума рассмотрела во 2 и 3 чтениях накануне. Законопроект правительства вносит несколько десятков поправок в налоговый кодекс. В основном они касаются правил исчисления и уплаты различных налогов и сборов. Незанятым людям с ограниченными возможностями здоровья будет оказана индивидуальная помощь при трудоустройстве. С заявлением на получение этой услуги необходимо обратиться в Центр занятости населения. Поданные заявки передают в Якутскую республиканскую организацию общества инвалидов. Далее ведомство из числа своих сотрудников назначает наставника для сопровождения. Люди с ограниченными возможностями здоровья всегда испытывали трудности при поиске работы. Также внесла коррективы и пандемия коронавируса. Наша организация работает непосредственно с Государственным комитетом по занятости населения Республики Саха-Якутия. В этом случае мы заключили тоже соглашение с Госкомзанятости о том, что будем подавать заявку на субсидию по сопровождению инвалидов. Очень хорошо работают у нас в улусных организациях по трудоустройству инвалидов и по открытию своего собственного дела, обучает основам предпринимательской деятельности. Добытый Алроса в Якутии бриллиант «Призрак розы» продали в Женеве за 26 миллионов 600 тысяч долларов США. Розовые алмазы – это довольно редкое явление в природе. Кроме того, вес только 1% из них превышает 10 карат, приводятся слова главы международного отдела драгоценностей Сотбис Гарри Шуллера. Отмечается, что оценочная стоимость драгоценного камня весом почти 15 карат составляла от 23 до 38 миллионов долларов. Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного в России. Он был назван в честь балета Михаила Фокина «Призрак розы», впервые поставленного в труппе русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.
Реконструкция бассейна в Алдане продолжается. Фасадные работы подходят к завершению. Основной упор сделан на внутреннюю отделку. Согласно графику, бассейн должен быть сдан к Новому году. С процессом ремонта, а также со сложностями при проведении работы ознакомилась Татьяна Вахнина. Еще несколько кафельных плиток и ванна для споласкивания ног перед выходом из душевой в бассейн готова. Впрочем, фронт работ обширный, и о каком-либо промежуточном финале говорить преждевременно. Ремонтные работы в бассейне «Энергетик» идут полным ходом. К чистовой отделке объект будет готов в течение недели. В настоящее время запущено тепло, запускается пока крыльями. Дальше идет отделка помещений, кладка плитки, подготовка под покраску, и к концу недели, надеемся, второй этаж уже будет освобожден и будет спуск на первый. Энергетика очень не хватает как спортсменам, так и любителям плавания. Чаша бассейна опустела в 2011 году, а деньги на реконструкцию были выделены из бюджета республики весной 2019 года. В июне 2020 к работам приступил новый подрядчик. Согласно вновь утвержденному графику, бассейн должен быть сдан к концу декабря. Работает порядка от 35 до 25 человек, в зависимости от того, какие виды работ проводятся. В общем, работы ведутся по электрике, вентиляции, отделке. Фасадные работы подходят к завершению. Здание практически обшито. Идет установка последних стеклопакетов. В настоящее время основной упор делается на внутреннюю отделку. Множество ремонтно-строительных вопросов решается в процессе. Также решается вопрос по бассейну, какая все-таки у нас будет система, скиммерная или переливная. Сейчас просто нужно определиться нам, возможно ли сделать перелив. Если это будет возможно, то бассейн будет переливной, как мы и хотим. Со дня на день после вынужденного простоя на работу выйдут штатные слесари-сантехники. В их ведении будут коммуникации, и мастерам предстоит вникнуть в нюансы функционирования теплового узла и ознакомиться с системой. В любом ремонте сложностей масса, и на подготовительных этапах далеко не все проблемы можно учесть и минимизировать. Возникли множество дополнительных работ, как связанные с кладкой, штукатуркой, отделкой. Фасад увеличился в квадратуре, поэтому это немножко нас отодвинуло по срокам. Согласно проекту, в «Энергетике» наряду с бассейном будут действовать спортивные и тренажерные залы. Занятия спортом станут доступны и людям с ограниченными возможностями здоровья. Параллельно ремонтным работам идет закупка мебели и оборудования. Татьяна Вахнина, Алдан. Берегите себя, в общественных местах носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. А лучше оставайтесь дома и смотрите телеканал Якутия-24.